Арзы Хадралиева с детства наблюдала, как ее мама Джумазия Джумадинова помогала людям с помощью народной медицины. Эти знания передавались в семье из поколения в поколение, от матери к дочери. Она родилась в селе Генеральская Улузень. И в этой деревне раньше не было врачей, и все ходили к знахаркам. Этим занимались бабушка, прабабушка. Если в человеке было какие-то проблемы, в жизни, потеряли, ушли, не вернулись, они приходили к бабушке. Какому-то брату сказала, что будет война, что кто-то уйдет на войну и найдут его через 40 лет. Оно так и получилось. Кто-то умрет от огня. Огонь – это была война. Вот она это все говорила. Это бабушка Сабрия. Бабушка Арзы ханым передала все свои навыки ее матери, которой сегодня 95 лет. Мен балайдым. Адамдар келі іште бірін малы жөйлі, бірінен баласы кете бір яннарға, бірісін алтыны жөйлі, қасветленей. О қасветнен бәребір келейлер анам фал бақай. Фал бақса, демек тұзнен түссе қасвет көстері, өтмекнен түссе яқшылық көстері. Тапла жақсақ, сақ селемет адам егер кітсе уяна бұяна. Анамын өзенаты, біз балайдық, отырдық янна, не апай, не айти, дінедік. Dinlеген соң іште ақылма қалғаннары бір вақытсы саты келді, өзім бақмаға мезбур олдым. Ей было 17, когда семью выслали из родного Улуузеня. В ссылке, где в нечеловеческих условиях люди были особенно уязвимы для болезней и лишены медицинской помощи, часто именно знахари спасали больных. Так Джумазия Джумадинова вместе с матерью помогали людям. Всю свою жизнь Джумазия Бита посвятила народной медицине. Теперь и Арзы ханым продолжает дело предков. Она помнит, как ее мама лечила боли с помощью метода ортелеме – обертывания. Когда рожа, вот это лечат, красной тряпкой обвязывают, а это рожа. А когда такая сыпь, как аллергия или еще, то ортеме делают. Это золу берут, одевают марлечку или тряпочку такую и водят по этой болячке. Водят, молитвы читают. Причины беспокойства и страхов знахари узнавали с помощью литья свинца в воду. Этот метод назывался хуршун-токмек. Расплавленный свинец выливают в миску с водой, а ее ставят на сито с символическими предметами. Ножницы – это враги. Ножик – тоже враг. Зеркало – это наше отражение, наше, что нас ждет, что нас будет. Огонь – это спички. Расческа – это лес. Нитка с иголкой. Куда ниточка, туда иголочка. Яйцо – это наша жизнь, наша земля кругленькая. Хлеб – это наша сметь. Вода – это наше море черное. Нагревает этот хуршун. 3 раза надо налить на голову, на сердце, на ноги. И последний наливаешь уже за порог. За порог наливаешь, потом оно показывает, чем все кончится, все ли будет хорошо. По полученному из свинца рисунку целители узнают причину недуга. Как говорили старожилы, дердынгны костере. А звук от наливаемого в воду свинца, как утверждают знахари, прогоняют страхи. Бисмилляхи-рахмани-рахим. Здесь нет ни травы, ничего. Здесь именно она у меня читала дува. Какое она читала дува, вот многие говорят, в Коране этого дува нету. Это значит, у них, не знаю, оттуда, откуда-то взято, с Улузена. Но самым популярным в народе, хотя ислам и запрещает гадания, было предсказание будущего с помощью фасоли. Говорили «бахланин фал бахмах». 13
фасоли это белые у меня, например, да, а остальные там, вот я, например, говорю, это ты, это кто-то, это еще кто-то. Вот. Ну, смотря на что смотрю, на жизнь, на любовь, на детей. В основном в этом гадании фасоль, хлеб и соль. Вот. Если хлеб и соль, смотришь, на чьей стороне соль, на чьей стороне хлеб. И кто виноват в этом. По словам старожилов, к улуузенским знахаркам обращались и жители близлежащих сел Хуруозен, Кучукозен. И рассказывают истории, как народные целители помогали многим избавиться от недугов и находить покой.